Здравствуйте, это программа «Структура моментов» в Республике Коми. Я ее ведущий Валерий Фадеев. Обычно я веду программу «Структура моментов» в Москве на Первом канале. Мы с коллегами телеканала «Юрган» решили сделать серию программ здесь, в Республике, серию программ под общим названием «Качество жизни». Как решать главные проблемы, волнующие людей. Жилищно-коммунальное хозяйство, цены на жилье, цены на коммунальные услуги, здравоохранение, лекарства. Эти те проблемы, которые волнуют людей каждый день. Первая программа будет посвящена проблемам ЖКХ. Вторая программа, мы будем ее смотреть через несколько дней, проблемам здравоохранения. Третья программа будет о том, как меняется экономика республики. Что нужно сделать, чтобы появились новые рабочие места, чтобы росли зарплаты, чтобы инвестиции шли в республику. Три темы, которые мы затронем на этой неделе. Я пригласил на свою программу представителей исполнительной власти, общественных деятелей республики, профессионалов, тех, кто разбирается в тех проблемах, о которых мы будем говорить. Сегодняшняя тема, и сегодня мы будем искать пути решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. Хочу представить сегодняшних гостей. Константин Григорьевич Лазарев, заместитель председателя правительства Республики Коми. Здравствуйте. Добрый день. Дарья Дмитриевна Шучалина, член Общественной палаты Республики Коми, руководитель Центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна Савастьянова, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Коми. Добрый день. Добрый день. Сергей Васильевич Воронин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Сыктывкар. Добрый день. Александра Сергеевна Афонина, руководитель проекта Коми ЖКХ. Добрый день. Аполлинария Яковлевна Некрасова, управляющий ТСЖ «Перекресток». Как вы видите, здесь есть и представители, руководители исполнительной власти, здесь есть люди с мест, те, кто непосредственно работает с теми проблемами, которые есть у нас, у простых жителей. Для начала посмотрим подготовленный коллегами сюжет на эту тему. Аббревиатура из 3 букв ЖКХ, родом из советского прошлого и, по сути, отраженной в своей неуклюжести, таковым остается до сих пор. Страна давно уже строит капитализм, а ее коммуналка плотно застряла в советском прошлом. Она, безусловно, пытается из этой непролазности вырулить, но как-то все не так. Жилищно-коммунальное хозяйство, показывает нам интернет-источник, это комплекс отраслей экономики, предоставляющий спектр соответствующих услуг и обеспечивающий комфорт и удобство населению. Но очень часто вместо этого комфорта от ЖКХ мы получаем дискомфорт, а удобства перерастают в неудобства. ЖКХ в Коми испытывает похожие для коммуналки других регионов проблемы. Сети изношены, качество услуг низкое, зато тарифы неуклонно растут. Все это вызывает справедливое недовольство у населения, количество жалоб на проблемы коммунальной сферы растет. И если летом региональная система ЖКХ еще справляется, то отопительный сезон для многих муниципалитетов с каждым годом становится все более сложным испытанием. Особенно часто его проваливает Воркута. Оно и понятно, город заполярный, условия жизни экстремальные, а сети ветхие. Сбои теплоснабжения тут происходят чуть ли не каждый год. В прошлом печально прославился поселок Елецкий, где чуть было не повторилась катастрофа 2006-го. В 2014 году обмерз поселок Варгашор. К родителям приходили, там жили, а как здесь было невозможно. А так вот обогреватель один, сейчас один в комнате, просто муж забрал. Здесь четвером вот с собакой, я, муж и ребенок, мы так обнялись, друг другом обнимались, и тепло, хорошо, с семьей. Да, друг друга грели таким образом. А в 2012 году экстренным службам пришлось срочно спасать от холода ухтинский поселок Водный. Впрочем, изношенность сетей – это лишь одна и не единственная проблема Коми-коммуналки. Решить ее за короткий срок невероятно сложно, нужны колоссальные инвестиции. Есть еще одна не менее важная проблема – чрезвычайный рост задолженности по оплате коммунальных услуг. По оперативным данным организации ЖКХ за оказанные услуги недополучили свыше 7 миллиардов рублей, большая часть из которых – это долги населения. Получается замкнутый круг. Люди отказываются платить за низкое качество услуг, нередко и потому, что попросту не могут. Тем временем поставщики тех самых услуг, несмотря на долги, продолжают повышать свои тарифы. В итоге долговая яма становится все глубже, а сети все больше изнашиваются. Впрочем, это далеко не все проблемы нашего ЖКХ. Константин Григорьевич, рост задолженности, о чем здесь сказали, я хочу начать даже не с модернизации, а с капитального ремонта. Теперь граждане сами платят за капитальный ремонт. Это стратегическое решение, это политическое решение, если хотите. За квадратный метр платят люди в разных регионах страны разные деньги. В Москве 15 рублей за квадратный метр в месяц. В Республике Коми 2,24 минимальная цена, 2,77
максимальная цена. Вот у меня простой вопрос. За такие деньги можно сделать капитальный ремонт дома? За такие деньги можно сделать капитальный ремонт дома, но срок производства работ будет достаточно велик. Поэтому на сегодняшний день совершенно очевидно, в том числе для нас, что сумма взносов на капитальный ремонт, если жильцы или собственники помещений хотят своевременно, быстро и качественно данный ремонт провести, она, конечно, должна быть выше. Поэтому здесь на первое место выходит, конечно, ответственность владельцев тех помещений, которые необходимо ремонтировать. В том числе, конечно, и общее имущество многоквартирных домов. То есть, похоже, за 2,50 в среднем сделать ремонт нельзя, надо больше денег. Как вы считаете? Ну, если дом не 60-го года постройки, а, допустим, там конца 90-х, и содержался он более-менее нормально, то для ремонта можно собрать эти деньги и можно сделать ремонт. А если это старый дом? Ну, если старый дом, естественно, там нужно больше. А инженерные системы, если изношены? Ну, я и говорю, если этот старый дом, то там нужно потому что если его никто не содержал так, как положено, допустим, тот дом, которым управляю я, мы, в принципе, в рамках текущих затрат мы пытаемся содержать все сети. То есть вы постоянно Всё. дом как бы освежаете, ремонтируете? Да, постоянно. Хорошо. Поэтому замена Если... одних стояков, допустим, там горячего или холодного водоснабжения, это не такие большие затраты. А остальное коммуникации, допустим, в подвале, на крыше, на чердаках, мы их содержим постоянно. Если 2,50 не хватит, где правительство будет брать деньги? Из бюджета или будет повышать эту ставку для населения? Правительство не повышает эту ставку. Речь идет о том, что вот те деньги, которые собираются, формируется республиканская программа. На сегодняшний день из расчета вот этих 2,50 сформирована республиканская программа до 2043 года. И как раз вот на 40-е и 30-е конец годов попадают вот дома 90-го года. Те дома, о которых вы говорите, которые ранее были построены, и которые не содержались в надлежащем состоянии, они, безусловно, попадают в сроки более раньше. Но мы сегодня говорим, что у нас всего 779 домов в республиканской программе. Это, конечно, мало по сравнению с тем, сколько домов необходимо капитально отремонтировать. Если мы говорим о техническом обслуживании, это одни виды работы. А если мы говорим о капитальном ремонте, а я, проводя прием с населением в республике с разных абсолютно районов, с разных муниципальных образований, часто слышу, у людей необходимо отремонтировать, значит, кровлю, необходимо заменить лифты, необходимо заменить коммуникации, подвальные стояки и так далее. Это совершенно другие деньги, и здесь о 2,50 речь не идет. Вот Полинария Яковлевна, она руководитель ТСЖ, и наверняка у вас есть свой счет, на который вы собираете эти денежные средства. У нас всего только 3% таких домов многоквартирных, которые в республике, которые имеют отдельный счет, на который собираются денежные средства. Все остальные денежные средства от граждан, они аккумулируются на специальном счете, из которого уже определяется очередность. Но мы здесь и другой вопрос с вами должны поднять, что если мы говорим, что 2,50 это достаточно, тогда мы хотя бы должны с вами обеспечить 100% наполняемость данного счета. Сегодня надо говорить о том, что хотя граждане и говорят, что нам надо отремонтировать, но ответственность этих граждан на сегодняшний день составляет порядка 50%. Считается, что даже 5, 6, 7 рублей мало. Александра Сергеевна, как на 2,50 мы здесь будем действовать? Я вас слышу. Вы говорите, что мы будем ремонтировать пока те дома, которые можно отремонтировать, но в конце концов год-два пройдет. Проблема-то остается. Что вы считаете? Вот мой дом никак на 2,50 не отремонтировать. Сколько нужно денег? На наш дом порядка 8 миллионов мы посчитали для того, чтобы его капитально отремонтировать с учетом тех строительных недоделок, которые были. Дом мой сдан в 91-м, если я не ошибаюсь, году. Это финский дом, маленький, 20-квартирный, с кучей нарушений. И уже 8 миллионов надо? Уже 8 миллионов. А ну, смотрите, эксплуатации, естественно, никакой толком не было. Да? Собственники в текущем режиме ничего делать не хотят. То есть нам нужен маленький тариф. Маленький тариф с 20-квартирного дома, ну дай бог, уборщицы на зарплату, ну дай бог на выставление счетов и на покрытие расходов на сбор денежных средств. Мы сталкиваемся с тем, что мои соседи не хотят повышать тариф для того, чтобы в текущем режиме, вот как у Полинарии Яковлевны, элементарно поменять сети в подвале.
Для того, чтобы это сделать, мне пришлось переругаться с 20 квартирами, представляете, со своими соседями. Ваша позиция, что люди виноваты сами. Они должны отдавать себе отчет, что за 2,50 нельзя отремонтировать. Правильно я вас понимаю? Конечно, мы же собственники, мы же должны приумножать свое имущество, а не, простите, его спускать. Ольга Викторовна, может быть, есть элементы недоверия? Да, пожалуйста. Вот вы сказали о том, что нужно 8 миллионов, да? И 8 миллионов достаточно, чтобы дом отремонтировать? Вот на сегодняшний момент, вот это было в ценах прошлого года. Это в ценах? Нет, это достаточно. Да, то есть если мы берем, загоняем бригады. Да, сколько нужно времени, чтобы эти 8 миллионов собрать? На нашем доме это, наверное, бесконечность. То есть мы до 45... Что значит? Нет, вы все равно Ну, представьте, 1000 квадратных метров площадь начисления, да, умножайте на 2,50. То есть мы сколько рублей собираем? 2500 в месяц. Представляете, 2500 в месяц. 30 вы вот это все поделите. 30 тысяч в год. Дай бог, вот ко второму пришествию эти деньги соберем. Да. А собственники системе не доверяют. Они говорят, а что это, я управляющая компания. Они не доверяют системе государственной, ЖКХ. Они вообще никакой системе не доверяют. Фонду не доверяют Они капитального никому ремонта. сейчас не доверяют. А Меня почему вы не можете сами тогда сброситься и завести свой счет, как вы говорите? мы завели. Мы собираем вот этот И минимал. по сколько вы собираете? Вот 2,50 мы минималку собираем. Я Вы говорю, же не давайте- можете отремонтировать дом за 2,50. Вы Нет, только тут что мы сказали. ход конем сделали. То есть мы в текущем варианте сейчас часть сетей уже поменяли. Мы вот по этому пути следуем сейчас. По пути постепенного ремонта, конечно. шаг за шагом. Конечно, постепенно, потихонечку, а деньги на капремонт пускай копятся, мы их потом по общему Дарья собранию Дмитриевна, пустим в нужное дело. представляете общественную палату в данном случае. Не кажется это лицемерием, тот вопрос, который мы обсуждаем? Нет, вопрос, безусловно, не лицемерный. 2,50. Лицемерная, ставка лицемерная, я Нет, имею в виду. Валерий Александрович, дело вообще не в суммах как таковых. С учетом вот того мнения, которое мы слышим от граждан в рамках бесконечных жалоб на эту тему, самое главное на сегодня – это столкновение менталитета власти и менталитета жильцов. Вот власть говорит о том, что у нас в государстве нет денег, вот ваши дома, квартиры приватизированы, занимайтесь ими сами. Народ со своей стороны говорит о том, что, подождите, я живу вот в этом доме лет 30, да, пока он был муниципальным, и он никогда капитально не ремонтировался. Почему вы сейчас на мои плечи скидываете эту нагрузку, ни разу не проведя капремонт за госсчет? То есть вот пока будет такое противоречие, будет бесконечно вопросы. По этому поводу Сергей Васильевич очень хорошо сказал по поводу приватизации 90-х. Мы себе возьмем Норильский никель, Северсталь, еще кое-что, а вам отдадим ваши старые квартиры. Вы это имеете в виду? Вот эта логика привела к конфликту, глубокому социальному конфликту. Именно в этом проблема, а не в том, сколько платить. Потому что сегодня есть люди, которые понимают, что жилье приватизировано, платить надо, и они спокойно 500 рублей отдают с квартиры. Но есть те, кто принципиально даже 100 рублей не хочет платить, хотя средства есть. И вот пока власть не объяснит населению, почему так произошло, вот Значит, такая проблема есть тема останется. недоверия. Ольга Викторовна, вот эта тема недоверия, что с ней делать? Как ее преодолевать? А можно еще один аспект в этом плане сказать? Давайте, да. Давайте. Да. Значит, дело все в том, что надо еще считать хорошо. Значит, привожу пример. В 2007 году, по своему дому, в 2007 году, значит, до выхода 185-го закона, значит, мы перекрыли новым строительным материалом, новым современным материалом, перекрыли 6 подъездов. У нас большие подъезды, потому что квартиры Что по 8 такое перекрыли? квадратов. Полностью кровлю перекрыли. Кровлю сделали, да. Да, полностью перекрыли и потратили на это. Мало того, кроме того, что перекрыли, мы еще устранили все, как сказать, причины нарушения, значит, кровли. Мы затратили 400 тысяч. 6 подъездов, подъезды большие, А сколько квартиры обычно большие. тратят? Значит, через год приходит ко мне мой электрик, говорит, вот у меня какие-то деньги тут на капремонт, посмотрите, Полина Яковлевна. Я посчитала, его 4-подъездный дом, обыкновенно 5-этажка, то есть там подъезды небольшие по площади. Значит, 2,5 миллиона ремонт кровли. Отремонтировали им. Через 2 месяца вся кровля потекла. Вот, значит, надо разобраться со сметами и с теми затратами, которые предъявляют сегодня по капремонту. Потому что там, извините, намазано столько, что... Здесь что? Здесь воровство? Здесь некомпетентность? Что? Кому уходят эти Я деньги? не Это знаю. ведь огромные деньги. Да, это огромные деньги. Вот я вам привела пример. Вот за 400 тысяч 6 подъездов большого дома, площадь большая, и 4 подъезда за 2,5 миллиона через По вашей год. оценке 2 миллиона рублей или коту под хвост, или украденный? Ну, не 2, наверное, 2. Именно 2. 400 и 2,5 миллиона. Знаете, в чем проблема? То, что у нас простой гражданин для того, чтобы нормально содержать свой дом, быть собственником, должен быть юристом, инженером,
плотником, сантехником, теплотехником. То есть человек не может просто взять, прийти на дом и стать хозяйственником. Сделать этот дом красивым, комфортным. Нужно столько в себе знаний иметь и заниматься этим практически профессионально. И я с Александрой Сергеевной абсолютно согласна, потому что действительно нужен комплекс знаний, его у человека нет. Но если мы говорим о той же поддержке власти, у нас на сегодня есть очень сильный учебный центр при Минстрое Республики, который обучает. Население поддерживает власть или Нет, власть власть в данном поддерживает случае население? поддерживает желание населения стать специалистом Спасибо в управлении за это, домом. да. И эти бесплатные семинары проходят каждый месяц на базе учебного центра Минстроя. Суперпрофессионалы квалифицированные консультируют людей. Ходят люди? Люди ходят, и я вам хочу сказать, что с каждым годом такого количества людей все больше. Сколько? Ну, в среднем 50 в месяц. Это где? Только в Сыктывкаре или это в других только в Сыктывкаре, районах? но учебный Нет, центр нет. выезжает в города и районы по графику и обучает там людей. И с каждым годом количество желающих открыть ТСЖ и советы домов, оно увеличивается. То есть подвижка есть. Вы говорите нет, Вы знаете, значит... Нет, я имею в виду не только Сыктывкар, значит, Да. привлекается вся республика на семинары. И надо сказать действительно спасибо нашему правительству об этих семинарах. Вот Сколько создано ТСЖ за это время? Сейчас можно я закончу? Да. Значит, все ТСЖ и все, значит, ЖСК, они пользуются вот этими семинарами совершенно бесплатно. Причем приезжают с Москвы очень квалифицированные люди, очень квалифицированно они дают нам помощь, консультации. Но что бы я хотела, как практик, давайте создадим вот одно какое-то ТСЖ базовое, на котором мы будем практиковать тех управляющих, тех Аполлинария Яковлевна, председателей, видимо, да? ваше ТСЖ. Ну как вариант, 400 тысяч Нет, на надо кровлю. брать дом. Нет, это неинтересно хорошее брать. Почему неинтересно? А потому что, когда вы берете дом, вот вы создаете в своем доме ТСЖ, вы не попадете в эти идеальные условия. Вы попадете в такое... А вот знаете, а я тоже не в идеальные условия пришла 9 лет назад. 9 лет Но назад. вы-то, извините, сделали конфетку. Правильно. Так вот, тем, кто начнет сейчас, допустим, вот вчера, я говорю, приехав уставшая с дачи, но я пошла на собрание в другое ЖСК для того, чтобы людям помочь разобраться, в чем же это дело. Значит, я всегда открыта к диалогу с теми, кто начинает. Вопрос Сергею Васильевичу. Вы непосредственно управляете коммунальным хозяйством Сыктывкара. Сколько таких примеров в городе Сыктывкар? По городу Сыктывкара у нас чуть больше 100 ТСЖ и ЖСК включительно. Конечно, есть, которые раньше строились дома ЖСК, они остались ЖСК. Они вам помогают? Значит, ну, наверное, больше 50%, вот то, что Аполлинария Яковлевна говорит, они работают неплохо. Конечно, зависит в первую очередь это от руководителя вот этого ТСЖ или ЖСК. В первую очередь. То есть от его инициативности, от его грамотности и от него, от того, что как он может собрать население, провести собрание, как провести агитационную работу. Вот именно в первую очередь от этого зависит. Ну, соответственно, и второе... работающий, хорошо работающий ТСЖ – это важный элемент коммунальной системы. Это очень важный элемент, да. Вот, Ольга Викторовна, вы сейчас так очень ловко разрулили на население, на ТСЖ. Население пусть решает, пусть самоорганизовывается, мы его будем учить, мы знаем, как на 2,50 сделать ремонт. Что-то, мне кажется, мы совершили маневр, немножко отстраняющий власть, исполнительную власть, в первую очередь, от решения этих проблем. Ну, вот вы знаете, очень такая классическая фраза была произнесена, значит, это зависит от руководителя ТСЖ, да? Но извините меня, где нам найти таких руководителей ТСЖ, которые, с одной стороны, это считают смыслом своей жизни, а это, по сути, управлять домом, это действительно должен быть... Сложная управленческая мы сидим, говорим, да, то есть мой закончился рабочий день, я должна еще прийти, извините меня, это такая сфера. Посмотрите, сколько разных точек зрения сегодня прозвучало непосредственно у людей, не имеющих к этому отношения. Что сегодня должен знать и не только один раз сходить куда-то на учебу человек, чтобы все это организовать. То есть кто отвечает непосредственно за то, чтобы в руководстве ТСЖ появлялись такие люди, готовые и способные управлять этим домом. Это большой вопрос. Но, в принципе, я хочу сказать, что если вот у нас рассуждения в отношении капитального ремонта пойдут так, как они сейчас складываются, то мы эту программу завалим. Почему? Потому что, вы знаете, когда мы говорим вот 2,50 и рассуждаем, хватит, не хватит. Вы знаете, здесь не рассуждения нужны. Эта программа, она утвержденная. И когда она утверждалась, у нас, по крайней мере, есть два показателя, критерия, на основании которого это утверждение идет. Это перечень работ,
который сюда входит, и стоимость этих работ. И мы должны говорить не о том, хватит, не хватит, а мы должны сказать о том, перечень работ утвержденных и их стоимость, она соответствует этой цене, и кто несет ответственность, что эта сумма непосредственно была утверждена. Один момент. Второй. Вот сейчас, встречаясь с людьми, с чем сталкиваюсь я? Люди не знают. Они не знают, почему сегодня этот капитальный ремонт появился, что туда входит, куда непосредственно пойдут деньги. Очень важно, будут ли эти деньги сохранены. Мы же с вами достаточно примеров имеем того, что у нас мы собираем часть туда, часть сюда, и далеко не все... К счастью, все-таки в Республике Коми таких примеров, по-моему, немного. Если они даже есть, их мало все-таки, к счастью, да. Еще один очень важный момент, да, что понятно, собственник несет непосредственно ответственность за свое жилье, находясь абсолютно в неравных условиях по отношению друг к другу, потому что вот о чем говорит Даша, все дома очень разные. И какая вина человека, что, значит, один получил и живет в благоустроенном, хорошем, этот ремонт может в ближайшие 30 лет и, в принципе, не понадобится, а другой находится в доме, извините, у нас очень многие бюджетники находятся в таких условиях, и они должны нести эту нагрузку. И, естественно, здесь встает вопрос, очень четкая должна быть позиция государства. Мы это делаем, вот мы за это отвечаем, несем перед вами ответственность. Ну и какую ответственность при этом несут сами граждане. Константин Григорьевич, а есть программа, о чем говорит Ольга Викторовна? Вот деньги, вот план. И дальше то, с чего мы начали. Если столько денег, то план будет на 500 лет или все-таки хотя бы на 30? Мы же с вами и начали разговор о том, что вот по те в среднем 2,50 у нас существует программа 7272 многоквартирных дома, которые будут отремонтированы в республике до 1943 года. Эта программа есть, она выполняется, она в полном объеме будет выполнена, я надеюсь, к 1943 году, если ничего не изменится. Мы немножко о другом с вами начали говорить. И, значит, если мы программу до 1943 года растягиваем и имеем в виду только эти 7 тысяч с небольшим домов, тогда да. А если мы хотим, чтобы программа была выполнена быстрее, применялись там более новые технологии, скажем, или было больше домов в этой программе, тогда мы, конечно, должны говорить о том, что сумма платежа, вот те взносы на капитальный ремонт, они должны быть увеличены. Мы взяли с вами пример товарищества собственников жилья. Не самый показательный, кстати, да, потому что если новый дом, и там есть ТСЖ, но в данном случае, может быть, не самый новый, да и таких руководителей ТСЖ у нас немного, и потихонечку работа там исполняется, все-таки мы должны говорить о том, что основная масса домов у нас обслуживается управляющими компаниями. И я вначале сказал, что более 97% домов, которые попали в программу, они не выбрали отдельный счет для своих домов, а их денежные средства, которые они сдают, формируются на общем счете. Все-таки самоуправление пока не получается массово. В нем, вы знаете, наверное, и нет большого смысла. Оно, безусловно, должно быть. Но если мы говорим о большом доме с большим количеством квартир и достаточно новом доме, то да. Но если мы говорим о жилищном фонде старом, жилищном фонде, который уже имеет достаточно большой процент износа, те дома, которые имеют небольшое количество квартир, которые не имеют даже всех необходимых услуг социальных в этом доме, то их обслуживать через ТСЖ невозможно. Их, конечно, должна обслуживать управляющая компания, и много сделано анализов, много сделано проверок различных, какие должны быть управляющие компании. Это тоже тема отдельного разговора, достаточно серьезная. И когда я разговариваю с руководителями крупных управляющих компаний, изучая их опыт работы, чтобы привести его сюда, и в Сыктывкар, и в Коми, мы сегодня должны понимать, что управляющая компания работает эффективно и имеет возможность осуществлять маневр силами и средствами, денежными в том числе, материальными и другими ресурсами, от миллиона квадратных метров жилья. Понятно. Тогда мы сможем с вами капитально ремонтировать дома, своевременно, быстро устранять те недостатки и те жалобы, которые у нас есть от жителей. Когда у нас управляющие компании, вот как в Иркуте, наверное, всем известны эти примеры, да, более десятка управляющих компаний на тот небольшой жилищный фонд, конечно, содержать аппараты управления за счет платежей граждан, это уже достаточно дорого, и, соответственно, меньше денег остается на выполнение работ. А если у нас еще и управляющие компании занимаются, как в некоторых у нас муниципалитетах, собиранием денег за ресурсоснабжающие организации, а с учетом собираемости платежей,
это все долги ложатся на управляющие компании, то тогда у управляющей компании вообще не остается никаких денег даже на производство работ по содержанию текущему жилья, на вывоз мусора, уборку территории и так далее. Не говоря уже о каких-то работах по ремонту сетей и так далее. Это сложная задача, ей надо заниматься в общем. Да, я могу рассказать, что... Что, укрупнять надо управляющие компании? Безусловно, конечно, надо укрупнять. Конечно, надо укрупнять. И здесь... вот Дарья Дмитриевна кивает головой и говорит, нет, укрупнять не надо. Нет, мне кажется, дело не Дело не в укрупнении. У меня просто другая позиция. Вот у нас есть пример, например, Усинска. У нас эксперт нашей палаты общественной Ирина Цепищук, она возглавляет управляющую организацию. У нее далеко не 1 миллион квадратных метров обслуживаемого жилфонда, но тем не менее, вот на тех небольшом количестве домов, которыми она управляет, она там, практически, вот, как сами жильцы говорят, мини-рай, потому что у нее своя уборочная техника, у нее своя диспетчерская служба, значит, у нее свой небольшой аппарат квалифицированных специалистов. И вот всех этих ресурсов и затрат для нее достаточно, чтобы качественно управлять жилфондом и при этом получать некую прибыль. У нас есть 2 примера. Это вопрос в качестве, а не в объемах. Управляющий дом, хорошо. И одна управляющая компания в каком городе? В Усинске, но она не одна. Сколько? Надо Усинск как бы сравнивать с Сыктывкаром. Там деревянного жилфонда-то нет. Нет, там еще не деревянный жилфонд, просто дело не в этом, дело в подходах, что важно, если... Здесь все очень просто. Это просто проблема кадров. Далее затронули проблему кадров. И проблема честности. Это же непростая работа управлять жилым фондом. Вы сами об этом проблема говорите. ответственности. Вот еще раз я могу, да? Вот посмотрите структуру затрат вот той управляющей компании, которая там обслуживает 5, пускай 10 домов. Посчитайте общее количество квадратных метров жилья и разделите те затраты, которые есть. И вы получите затраты на 1 квадратный метр жилья. Поэтому если небольшая управляющая компания содержит и уборочную технику, я имею в виду там не только та, которая работает во дворах, или там 1 трактор и так далее, содержит свои ремонтные бригады, содержит свой там управленческий персонал, бухгалтерию и так далее. Всем им надо платить зарплату. Если жители готовы все это оплачивать, и квартплата там достаточно велика, с 1 квадратного метра их это устраивает, пожалуйста. Но не все готовы платить. Я хочу другое сказать. Знаете, Константин Григорьевич, а вы знаете, сколько у Сейчас, нас... одну секундочку. Ольга Викторовна, а потом вы. Мы сейчас как бы говорим о очень разных практиках, да, и вот если об этих практиках говорить, мне кажется, очень важно сказать о том, что вот такого универсального подхода, который бы одномоментно на всей территории Республики Коми, там либо это ТСЖ, либо управляющие, либо укрупненные компании нет. Надо все-таки, задача должна строиться не в том, что какие-то должны быть компании, мы должны говорить о том, мы должны обеспечить качество соответствующих услуг. При этом, мне кажется, нам сегодня очень важно обсудить, а что обеспечивает это качество, что нам сегодня нужно в принципе сделать, чтобы не для отдельных домов, не для отдельных ТСЖ, не для отдельных управляющих компаний, а в целом для жителей Республики Коми мы были ответственны в том, что сегодня государство предлагает, и люди у нас были удовлетворены. 75% опрошенных говорит о том, что стоимость, которую они сегодня платят за ЖКХ, она качеству не соответствует. Это такая, в общем-то, очень серьезная цифра. Что касается фонда рекоператора, это должны быть профессионалы на конкурсной основе. Соответствующие были квалификационные требования для всех разработаны. И сделано это было открыто. Второй. Все, что происходит, это должно быть открыто и прозрачно и подконтрольно, потому что граждане – это самый беспристрастный контролер, заинтересованный, которого не обманешь. А вот, Дарья, вы... Тут, знаете, Сейчас, одну секундочку, и к вам потом. Вот я хочу у Дарьи спросить. Вы руководите Центром ЖКХ «Контроль». И вы возьмете на себя государственные функции? Нет, вообще и Общественная палата, и Центр ЖКХ «Контроль», он не подменяет собой ни органы госвласти, ни органы надзора. Но мы выступаем мостиком между населением и органами власти. И вот так вы то, о чем контролируете или мостиком выступаете? Нет, смотрите, у нас функций несколько. Во-первых, мы способствуем повышению грамотности населения. Мы помогаем, соединяем граждан с профессионалами, которые помогают обучаться и создавать ТСЖ. Во-вторых, мы реагируем на конкретные жалобы. Мы работаем с обращениями. И в данном случае, поскольку сам Центр ЖКХ «Контроль» не может ни трубу заменить, жалобы куда дальше? Мы направляем и в органы власти, и в органы надзора, в зависимости от той проблемы, которую ставит перед нами человек. И в-третьих, мы контролируем, как общественники, программу капремонта, по поводу жалоб. Вы знаете, в советское время
может быть, уже не все зрители знают, были обкомы партии, райкомы партии. И вот когда обком партии, человек из обкома партии указывал, тут трубу прорвало, тут дом залило, тут подъезд, значит, обвалился. Когда из обкома партии, конечно, исполнительная власть действовала. У вас есть вот я вам хочу сказать, что когда человек мощность сам... обкома партии? Я у вас Валерий Александрович, вот практика 2 лет работы нашего центра, она показывает, что мы себя зарекомендовали как структура, которая, вот извините за грубое выражение, выносит мозг власти. И когда человек сам направляет жалобу и получает отписку, а после этого направляем обращение мы, то уже отписок не происходит, уже начинается движение, уже начинается работа. Но вот в развитии мысли Константина Григорьевича я хочу сказать, что все-таки рынок управляющих компаний, он выгоден. Почему? Потому что вот я вхожу в региональную комиссию, которая занимается лицензированием управляющих компаний. У нас предостаточно заявок и на нулевые, скажем так, дома, и у тех управляющих компаний, которые, ну, вот в свое время уже жилфондом обладали. То есть компании бесконечно стремятся зайти на этот рынок. Может быть, она выгодна по другим причинам? Может быть, есть нет. другие Вот если аспекты она выгодна этой по другим деятельности? причинам, то как раз Полина Яковлевна, да, вы хотели сказать, да. Вот она выгодна по другим причинам, потому что я могу сказать, вот назовите здесь в Сыктывкаре живущие, сколько у вас жилищная услуга? Вот у меня в доме жилищная услуга, мы говорим об укрупнении организации, у меня один дом, 14 тысяч квадратных метров с небольшим там хвостиком. Значит, у нас жилищная услуга 5 лет с 9 по январь этого года, даже больше, да, с 9 по январь, была 12,80. С 1 февраля вот 2016 года она стала 13,80. И мы содержим все 15, коммуникации. вот говорят, да. 13,80. У режиссера программы 19. Вам повезло. У меня тоже 19. 19. Но деньги мы не можем... Александр, да. Вот, тем не менее, мы на эти деньги, мы содержим все коммуникации, где там что-то, чего-то. Мы где-то что-то меняем. Мало того, мы каждый год что-то вкладываем. Нам очень важно, коллеги, мы уже посмотрели, позавидуем жильцам вашего дома, нам очень важно, как сделать так, чтобы такая ситуация в каждом доме была, да, что человек у конкретного жильца, Иногда... вот мы говорим, нужны как кадры, сделать, больше как... ничего. Что кадры нужны, кадры. Обратите Кадры внимание. решают все. Я из советского времени, Только извините, там есть выражение. продолжение, если они решают. А, Полина Яковлевна, обратите внимание, что вы здесь вот одна. И Да. такое впечатление, что вы вообще где живете? Вы в Сыктывкаре живете? Конечно. Вы в России живете? Да? Димитрова 5? Потому что тут такое ощущение, что вы где-то в Вы другом знаете, месте живете. Сколько и вот мне приходилось сталкиваться, когда на меня руководители ТСЖ выходили, которые, у них просто война была, потому что их дом отбирали управляющая компания, и в этом помогали соответствующие структуры. Люди себя как ТСЖ защитить не могли. Дарья нам сказала, идти в ЖКХ-контроль, и будут проблемы решены. Нет, не в этом дело. Я хочу обратиться к Просто телезрителям. простое, понятное законодательство. Телезрителям. А можно я обращусь? Дарья Дмитриевна Шучалина. Практики, которые... Вот, посмотрите на нее. Продолжайте, Валерий пожалуйста. Александрович, я хотела вам вот что сказать, что по поводу управляющих компаний, здесь все-таки у нас наконец-то произошли долгожданные подвижки, и через Общественную палату Российской Федерации мы добились введения системы лицензирования управляющих компаний. Это обозначает, что в течение года, если на 2 жалобы зафиксированные управляющая компания не принимает должного решения и не исправляет, не устраняет недостатки, то право у жильцов сменить эту управляющую компанию. И вот этот дамоклов меч, он сейчас висит над каждой управляющей компанией. При всей любви, при всей любви к Поменяли. При всей любви к общественной палате, я сам один из тех, кто ее создавал, все-таки это было решение президента Путина через Общероссийский народный фронт. Да. Это не важно. Спасибо Народному фронту за Я вам это. говорю о том, что действительно вот эта ситуация, она лицензирование будет бестолковое. снята. Да, расскажите, вы работаете непосредственно с ними, да? Хороший механизм Расскажите, да. вывести деньги, ничего не сделать. Нормально. По Да. управляющим компаниям, да, прошла такая программа, это лицензирование управляющих компаний. Ну, мое мнение, за текущие, наверное, года 1,5 уже, наверное, у нас прошло лицензирование. В прошлом году. Просто бестолково пока. Бестолково. Пока бестолково. Не знаю, что дальше будет, но пока не вижу перспектив в этом направлении. Сейчас я дослушаем. То есть это не квалифицированные люди, ну не вполне квалифицированные, недостаточно Вы квалифицированные. понимаете, что это управляющая компания – это бизнес. Это компания обычная для того, чтобы зарабатывать финансовые средства. Любой частник, который занимается, выполняет какую-то Ну, работу, естественно, они же он, не свои соответственно, деньги будут тратить. максимально хочет заработать деньги. Плюс там имеются учредители. Я считаю, в первую очередь, должны быть порядочные, в первую очередь, не и директора управляющих компаний, но должны быть порядочные еще учредители.
потому что учредили зарабатывать деньги на этой управляющей компании. И Им на самом как деле- мы их им будем на самом проверять деле, знаете, на как? моральную чистоту? А никак. Самое интересное, что им проще на самом деле лишиться лицензии, насобирав перед этим денег и выведя деньги, чем исполнить лицензионные Есть такие требования. примеры? Нет, пока нет. Пока на сегодняшний день нет. Подождите, их же нет. Слава богу, их нет. А у нас уже вы очень много- вы говорите, им проще сделать вот такое А вы нехорошее знаете, дело. Вы понимаете, со многими-то приходится общаться. У нас есть многие директора управляющих компаний, недобросовестных управляющих компаний. И у вас ЖКХ контроле постоянно на слуху. Не будем называть, а то обидятся, потом еще в суд подадут. У них позиция какая? Вот у них там 30 рублей с квадратного метра, начинаешь разговаривать, у тебя же в смете ничего нет. В каком Где смысле ты? ничего нет? Что вы Ну, имеете в виду? только там уборка, максимум выставление то есть вы квитанций. говорите, что То есть, 30 рублей слишком где, много? Где деньги-то, Да. где деньги? А, говорит, мне с учетом действующего законодательства проще вот сейчас немножечко поработать, денежку я выведу, уйду под банкротство, мне все равно за это ничего не будет. Константин Григорьевич, мне кажется, это содержательный разговор. В ближайшие дни, я знаю, вы докладываете аспекты развития ЖКХ республики на правительстве. Что главное, в том числе с учетом сегодняшнего разговора? Что вы считаете главным в своей работе? Главное в своей работе – это, прежде всего, так сказать, ответственность соответствующих руководителей за выполнение тех задач, которые перед ними стоят по выполнению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это на сегодняшний день главное. Ответственность – это первое. И второе – это, вот как здесь поднималось совершенно правильно, это компетентность соответствующих начальников по исполнению тех функций, которые перед ними есть. Вот, и я просто немножко добавил бы, наверное, вот в лицензировании управляющих компаний, я считаю, что это абсолютно нужная, абсолютно важная, необходимая деятельность, да, которая, может быть, не так давно началась. Она сегодня модернизируется. Я знаю, что и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев непосредственно этими вопросами занимается. Я слышал, что ему говорят губернаторы в этой части. Каким образом? Вот вопрос ответственности управляющих компаний за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, вот они, конечно, должны здесь получить другое звучание. И сейчас в этом направлении тоже работа ведется. У нас с вами есть ряд примеров в Российской Федерации за несвоевременные платежи ресурсоснабжающим организациям, за некачество выполнения своих обязанностей. Сложный механизм лишения лицензии, да, только судебный, к сожалению, да. Но мы с вами живем в правовом государстве, и мы не можем решением некоего начальника взять и изъять лицензию управляющей компании. Но совершенно правильно было сказано, активность жильцов. Никто не мешает жителям собраться, провести общее собрание, уйти из этой компании, перейти в другую, создать товарищество и так далее. На сегодняшний день, сегодня все механизмы есть. Есть вспомогательные институты, да, Центр ЖКХ контроля, Общественная палата, там Общероссийский народный фронт, иные организации, там администрация республики, глава республики, в конце концов, который огромное внимание, так сказать, в своей работе этим вопросам уделяет. Это все можно решать, но нужна, необходима просто активность граждан. Без этого никуда мы не Спасибо, уйдем. Константин Григорьевич. Все-таки термин «вспомогательной организации» по отношению к Общероссийскому народному фронту не точный термин. Его возглавляет Владимир Владимирович Путин. Ольга Викторовна, как вы здесь обсуждали, с одной стороны, государство, исполнительную власть, с другой стороны, общественность, и претензии и исполнительной власти, и претензии нам, жителям, мы недостаточно активно в этом участвуем. Как это соединить? Как сделать работающую систему? Я хочу подчеркнуть, что за последнее время мы все это видим, и, кстати, и наши встречи, и опросы граждан то же самое подтверждают, что эта ситуация, она начала меняться. Мы, в свою очередь, лидеру нашей организации, президенту, обратились с рядом предложений, которые как раз касаются ответственности, в том числе персональной, разработки стандартов качества, стандартов контроля, стандартов информированности. Обратились с предложением с тем, чтобы у общественности, вот Даша сегодня говорит, но именно инициатива Общероссийского народного фронта заключалась в том, чтобы общественности дать те реальные механизмы и инструменты, которые бы позволили контролировать, а в контроле добиваться соответствующего результата. И наша последняя встреча, которая в апреле была, я считаю, что очень два важных вопроса мы подняли. Первый касается, мы попросили наложить мораторий на изменения в системе ЖКХ,
которые могут привести к росту платежей. Мы говорим, вот сегодня те реформы, которые идут, давайте мы здесь наведем порядок, добьемся результата, и потом уже будем пытаться на этом результате делать что-то дальше. И второй очень важный момент, если мы говорим об ответственности, мы как раз говорим о том, чтобы и была солидарная ответственность у СРО, чтобы вот когда какие-то у нас появляются фирмы-однодневки, фирмы, которые не отвечают за качество капитального ремонта. Здесь мы говорим о том, чтобы СРО несли ответственность не только на этапе, когда строят дома, но и на этапе проведения капитального ремонта. Обещание правительства Российской Федерации, что весной этот законопроект будет внесен в Государственную Думу и принят. Да, граждане, как собственники, должны в этом участвовать, но и государство не должно перекладывать на граждан ту ответственность, которую должны нести они. Поэтому государство свою долю и должно очень четко управлять и также контролировать. Граждане свою и те общественные организации, которые помогают выявлять, потому что я хочу сказать, что к нам вот в отделение Коми-региональное обращается достаточно много и граждан, и организаций в части тарифов, и в части недостоверности сведений, которые предоставляют. С каждым приходится разбираться. Хочу сказать, что и реагируют на это достаточно оперативно. То есть нам руку с пульса убирать не надо и продолжать такую очень здесь позицию в интересах людей сохранять. Я благодарю участников сегодняшней программы за этот содержательный разговор. И вот этот ваш тезис о том, как чуть проблемы сразу пусть граждане заплатят, он, конечно, абсолютно неправильный тезис. И нельзя допускать роста платежей. Мы заканчиваем программу. И мне кажется, что роль общественности очень важна, но надо вот снизу этой работой заниматься. Вот почему очень важные тезисы высказывала Аполлинария Яковлевна. Вот капремонт. А вы знаете, что мы не проводим? Не предусмотрено законом диагностика дома. И дом ремонтируется без диагностики. А что надо починить? Мы не знаем, и денег на это нет. Нет перечня технологий, кадастра технологий. Нет простого перечня цен, самых низких, какие только есть. Что общественность будет контролировать? Нет перечня инженерных систем, которые где и как можно купить, по какой цене. Это все функции государства. Мы не можем это все на себя взять. Нет стандартов. Не разработаны до сих пор стандарты того же капремонта дома. Домов-то не так много типовых в Советском Союзе. И всего-то несколько десятков этих домов. Как ремонтировать эти дома? Этого тоже нет. Этого мы должны требовать от государства, а потом вы будете это контролировать. Повышение квалификации управленцев. Сергей Васильевич сказал, да, мы можем об этом разговаривать. Но так они же по-прежнему не вполне адекватны тем сложным задачам, которые перед нами стоят. Чем сегодняшняя ситуация принципиально, она что, отличается от того, что мы видели в фильме Афоня какой-то, забыл, как фильм, где был советский слесарь главным героем, да? Отличается или нет? Во многом не отличается. Модернизация тепловых сетей, мы не успели об этом поговорить. Гигантский потенциал. Сбережение денег. Здесь мы обсуждали с вами, что в Сыктывкаре не такие большие потери тепла. 15-20%, но есть города, где огромные потери тепла. Есть проблема в Воркуты с гигантскими потерями. И что со всем этим делать, непонятно. Нужен план модернизации. Я считаю, что мы должны вместе с исполнительной властью глубоко проработать этот план. И мы должны деньги считать. И мы должны считать, сколько стоит кровля по-настоящему. И в этом наша функция общественности. И не надо перекладывать все на людей. Не надо. Конечно, кто-то интересуется, кто-то нет. Кто интересуется этими проблемами, вперед к нам. Будем работать вместе с исполнительной властью, добиваясь от нее правильных решений в нашу пользу, в пользу людей. Это была программа «Структура момента» в Республике Коми. Ее вел Валерий Фадеев. До свидания.